Алло, подписчиков. Мы, короче, находимся в спа-зоне этого отеля. На самом нижнем этаже есть спа-центр. Оказывается, тут даже есть бассейн. Я сейчас уже не могу без спорта. Вы знаете, что я сейчас зожница. Вот, смотрите, вот спа-центр. И здесь вот фитнес-зал. Такой маленький. Есть несколько вот таких вот станков, или как там называется, я не знаю, как вот эти штучки правильно называются. Очень маленький. Но самое главное, здесь есть нужные аппараты. Или как это называется? Ну, эти штучки, на которых качаются люди. Блин, беговые дорожки, конечно, у них капец грязные. Вообще вот ручки капец грязные. Липкие, старые, изношенные. Но самое главное есть. Шла в ресепшн, я говорю, меня надо фитнес-тренинг. Они так посмотрели на меня как на сумасшедшую, потому что время было 6 час, 5:30. Я еще дождалась, блин, когда хотя бы 6 час пойдет. Обычно же я ставлю в 5 утра. Конечно, у меня был соблазн сегодня никуда не ходить, потому что мы вчера очень поздно легли. По нашему времени 4 утра мы спать легли с девчонками. И я всего, считай, поспала 2 часа, что ли. Капец, я вспотела до стар. Потому что в зале очень жарко, душно, запах пота. Итак, дорогие друзья, мы сегодня пришли на экскурсию с девочками в Топкапы. Знаменитый дворец султана Сулеймана хана Хазратleri и Хасики Хюррем Султан. Если вы будете в Стамбуле, обязательно посетите это место в первую очередь. Офигеть! Ёпарасоте! Посмотрите, какая красота! О, какие двери! О боже! Территория на самом деле дворца просто-напросто огромнейшая. Вообще очень шикарное место. Harem dairesinden kaç yıl olmuş? Harem de var mı? Evet, harem var ama onun için Türk kimliği lazım. 400 lira. Only Turkish people. Давай я за всех заплачу. Давай, я тебе дам. Да, я тебе дам. Давай. На, будем эснаф. 2400 стоит вход в этот дворец. Короче говоря, можно пройти дешевле, если вы найдете местного чувака, который купит вам билеты. Потому что местным чувакам билет в этот дворец стоит всего лишь 400 лир. Представляете? Он может просто на всех вас купить билет и пропустить вас. Шикарнейшие двери. О, это просто красота. Чтобы просмотреть все вот этот вот дворец, вообще уходит 2-2,5 часа. Здесь повара трудились, чтобы прокормить людей, которые жили в этом дворце-городке. Представляете? Обратите внимание вот на трубы. Это все трубы от печей. Прикиньте, каждый день что-то здесь варилось, парилось, жарилось. Вся жизнь кипела здесь. Здесь же и готовились яды, готовились заговоры. Через еду в основном людей старались устранить. Вообще повара — это очень опасные люди, потому что они могут вас отравить. Поэтому не связывайтесь с поварами. Смотрите, какая красота! Целая улица. Вот здесь вот находились кухни. Прикиньте, вот здесь вот сколько кухонь было, да? И с этой стороны уже тоже были комнаты, жили, там, я не знаю, что, развлекались. Султану Сулейману готовили здесь вот еду. Вот так вот выглядел дуршлаг во время Османской империи. Я в шоке. Мясорубка! 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 Представляете? Уже в то время в Османской империи была мясорубка. Обалдеть! Огромная кухня. Это посмотрите, какой масштаб кухни, друзья. А это что такое? Смотрите, это же казаны. Представьте, в таких кастрюлях и казанах готовили еду. Обалдеть! Смотрите, это что такое? Это вообще капец, да? Представляете?
какие огромнейшие кастрюли. Ну, конечно, народу-то тут дофигища же было, поэтому и кашеварили в огромных кастрюлях. Видали? Это как прямо сказки. Прикольно, да? Были дегустаторы, специальные люди, которые пробовали сначала еду. И если этот человек не умирал, только тогда могли есть члены королевской семьи. Представляете? А если этот дегустатор сдохнет, то уже все, повара сразу же... Здесь при входе стоят янычары. Смотрите, девочки, какие довольные. Фоткаются с янычарами. Видали? Какие довольненькие. Че, янычары понравились, да? Эльза? Янычары это были наемники, доктор. С разных стран отбирали самых лучших воинов и забирали себе османы. Ну, турки. И прикиньте, вот это вот войско янычар. Это самые лучшие воины были. Мы находимся в чьей-то спальне. Прикиньте, все закрыли стеклом. А 3 года назад, когда мы приезжали, здесь было все открыто. Прикиньте, какая у него огромная кровать у этого человека была. Походу дела, наверное, он здесь спал с кучей наложниц. Специально сделали такую огромную кровать, чтобы все наложницы вмещались. Вон, посмотрите. Это же вообще капец. Огроменная кровать, да? Трон султана. Он как диванчик, да? Мини-диванчик выглядит. С мягкими подушками, с нашивками. А вот это вот, наверное, скорее всего, золото или изумруды. Офигеть, прикольненький, да? Ну, на трон не похож, на мини-диванчик, конечно же, похож что-то. И сейчас я вам еще покажу, смотрите, на головах они что носили. Вот такие вот всякие эти драгоценности. Офигеть, перья, мерья там. Вообще прикольно. Военная форма самого султана. Представляете? Тоже почти что из золота сделаны. Когда он шел воевать, он одевался вот в это одеяние. Прикольно, да? О, ну тут вообще, короче, очень много всяких красивых вещей, друзья. Тут ходить, не переходить, территория дворца очень огромная. Вот даже колыбель, смотрите, вот детей полностью из золота сделанные, драгоценности. Тут очень много шкатулок. Тут, короче, можно ходить с утра до вечера. Обалдеть! Какая красота! Тронный зал. Представляете, тут даже отдельное сооружение, где находится трон султана. Прикиньте, где он принимал всяких, высокопоставленных гостей. Вот, посмотрите, какая красота. Входим, да? Ой, какие двери. Как мне нравятся двери. Такая красота же, ребята. И смотрите, вон там трон. Тут охрана, если что. Сказочный такой трон. И вот потом вот так вот диванчики стоят опять-таки. С этой стороны вот диванчики. Здесь султан принимал гостей. Ой, прямо действительно очень сказочное место. Вот это вот мягкая мебель, диванчики их меня просто удивляет. Прикиньте, меня просто удивляет то, что в то время уже вот такие вот диванчики были с подушечками. Разноцветные цвета, роспись. Трон только чего стоит. Это просто шикардосное место. Круто, да? Ой, у меня голова закружилась, у меня больше. Оказывается, когда султаны умирали, мыли водой и вот эту воду отправляли вот в этот бассейн. И представляете, из него потом брызгал фонтанчик. Представляете? Офигеть, да? Вот всех султанов омывали после смерти этой водой. Ну, эта вода давно, наверное, уже куда-то делась, испарилась, я не знаю, тут, наверное, новая вода, я не думаю, что эта вода до сих пор сохранилась. Но вот так вот говорят. Ну, кто-то мне сказал. Ну, это правда вроде как. А гарем вообще находился и находится
под землей, почти что под землей. Это почти что подземный городок, потому что, типа, женщины не должны жить на уровне с султаном, типа. И вот, представляете, лестница, и по этой лестнице спускаешься вниз в подземный город, где жили только женщины. Не только наложницы, но и султанши, дочки, там еще кто, ну, короче, женского пола. Некоторые люди даже не смотрят сам дворец султана Сулеймана, а сразу же покупают билет только в гарем, потому что это самое интересное место. Когда повара готовили еду, они, да, еду оставляли вон там вот наверху, где мы спускались. Прикиньте, они сюда не спускались. Тут только работали из мужчин евнухи только. Ну, короче, это, без этого, без органов. Ну, без тыгенных. Смотрите, какой рисунок. Обалдеть, и он сохранился до наших времен. Очень красиво. Вот, посмотрите. Какая красота. Короче, вот здесь вот наложницы, видите, вот пуфики или что там, матрасы лежат. Они на них вот тут сидели, здесь были столики, здесь они ели, пили, и также здесь они сразу же ложились спать. Прямо здесь они и спали. Наложницы целый день проводили в этой комнате. Целый день заперти. Им вообще запрещалось выходить куда-либо. На вторых этажах в некоторых местах даже были типа комнат, и там уже фаворитки обитали. Ну, если фавориткой считалась та наложница, с которой султан переспал, ну, имел интимные отношения. Ее сразу же записывали в фаворитки и выделяли отдельную комнату. Товарищ Евнух, у него отсутствовал мужской орган. Как они в туалет ходили, я не знаю. Кстати, между прочим, вы знаете, что Хюррем Султан очень многих мужчин кастрировала. Да, такие слухи ходят. Ну, я, конечно, не знаю, но так говорят. Это вообще очень интересное, шикарное место. Если дворец не хотите смотреть, жалко денег, да? Ну, конечно, жалко, потому что это вообще-то не дешевое удовольствие, Нямпаше, попасть сюда, походить, посмотреть. То в гарем обязательно сходите, не жалейте. Вот мы идем по мини-городку наложниц. Вышли вот из их комнаты, где они в основном обитали, и сейчас спускаемся вниз. Видали, друзья? Тут вообще абсолютно нету солнца и нету неба. Обратите внимание, где? Здесь вы видите небо. Вот маленькая дырочка, маленькая полоска, откуда видно небо. Прикиньте, потому что здесь почти что подземный город. Открываете кранчик и течет вода. Представляете, уже в то время у них был кран. Это прикольно, да? Кран был в то время, офигеть, да? У нас-то вообще появилось, опять-таки, буквально там 100 лет тому назад, чтобы открыть кран и лилась вода, да? А у них уже 1400, 1300, 1500 году, видите ли, из стены текла вода. Это же какой, как сказать, прогресс, успех, я не знаю, развитие. Это просто офигеть. Кальянная, представляете? Огромная комната кальянная. Представляете, вот так, короче, садились вот так вот на диванчики и курили, дымили вовсю. Им вообще очень нравилось курить кальян. Вот такие они шалунишки были. Что это? Я не знаю, что это за комната, но очень красивая комната. Походу дела, здесь туалет. Ага, вот здесь вот стоит умывальник опять-таки. И там умывальник, и тут умывальник. Походу дела, знаете, что здесь? Это типа умывальники, наверное, для привилегированных женщин, живущих в гареме. Скорее всего, это типа может быть даже хамам. У них уже в то время был дома туалет. Прикиньте,
Вот, смотрите, ну эту дырку, конечно, закрыли стеклом, и сюда вообще проход запрещен, не зайдешь. Самую большую комнату имела, конечно же, султанша, короче, мать султана. Вот, посмотрите, это самая большая комната в гареме. Здесь сидела мать султана, здесь вот столик с угощениями, или что это, я не знаю, доктор. Но здесь вот была ее комната. Кстати, вообще территория гарема, я же говорю, очень огромная, очень много лабиринтов, подземных ходов, но это все почти что закрыто, мало куда пускают. И знаете, что еще хотела вам сказать, друзья, что вообще, когда попадали в гарем женщины с разных там стран, да, их в первую очередь обучали турецкому языку и давали им образование. Вот прикиньте, попадали в гарем девочки, которые абсолютно вообще не знали ни математику, ни читать, ни писать, а их всех этому обучали. У них даже были школы, представляете? И даже здесь в гареме были свои больницы. Обучали абсолютно всему. Даже петь, танцевать, играть на разных инструментах. Именно в этот зал приходил султан, чтобы выбрать себе жену. Короче, наложницу выбрать. И прямо вот здесь он сидел и выбирал. Сюда, значит, заходили наложницы, кривлялись там перед ним, как могли соблазняли, танцевали, пели. Короче, делали все, чтобы захватить внимание султана. И он уже после того, как выбирал себе наложницу на ночь, их задача была, чтобы родить султану наследника. Ну, обязательно мальчика. И если эта наложница рожала мальчика, то она автоматически становилась хасики султан. Я не знаю, кто такой хасики, но, короче, она становилась очень такой могущественной женщиной, потому что она родила султану наследника. Прикиньте. Ну, конечно же, тут, видите, наследников-то они целую кучу рожали, там, наложниц дофига было, если султан их там каждую ночь менял, да, прикиньте, сколько наследников было. И, конечно же, все стремились к престолу, ну, и, конечно же, эти женщины, каждая хотела, чтобы именно ее сын стал наследником, да, основным, стал султаном. И, конечно же, из-за этого и именно разгорались всякие там, заговоры, убийства. Они же вообще там капец друг друга убивали. Капец же там братья друг друга убивали. Выживает сильнейший, конечно. Им приходилось так поступать, чтобы выжить. Прикиньте. Потому что либо ты, либо тебя, как говорится. Вот такие вот времена были. Я бы, конечно, не хотела быть наложницей, не дай бог, блин. Или женой там, или матерью там султана и жить в гареме. Прикиньте. Ходишь и трясешься, что тебя вот в любой момент могут прихлопнуть или отравить. Прикиньте, вот ешь, сидишь, знаете, и боишься. О, боже, а вдруг у меня там сосиска отравленная, да, не дай бог, у меня там компот отравленный. Это же вообще капец страшно, бляха-муха. Змеюшник был, змеюшник-гадюшник. Ну, прикиньте, конечно, это змеюшник-гадюшник, если здесь было сосредоточено столько женщин. Представляете, тут-то, блин, как говорится, в женском коллективе 2-3 человека ужиться не можешь, пересраться, переругаться можно, да. А тут, представляете, 1000 женщин. Оказывается, у султана Сулеймана было 300 наложниц. Из них он пользовался, ну, имеется в виду, имел отношение со 160 часто пользовавшись, фаворитками тебе подсказывает Бандакадар, а частого пользования наложницы было всего 17 штук. Вот, прикиньте, вот так вот. В общем, все крутилось вокруг одной золотой палочки. Да? Это что такое? А, это этот, что ли? А, точно, да.
Мне вообще очень нравятся их такие узкие улочки. И здесь вот находится магазинчик. Сейчас хочу показать один из магазинчиков ювелирных украшений. И там, не знаю, шарфов и платков. Маленький, старинный магазинчик. Обалдеть, да? Швейная машинка стоит. Что-то там шьют они. Обалденное место. Какая красота, да? О боже. Так красиво. Шикардосно просто. Такой нам салатик принесли. Какой красочный, красивый. Как сам официант. Очень тоже красочный, красивый. Едет хорошо. Красавчик. И вот такие вот воздушные лепешки. Вот такой вот салатик обычный. И вот такая вот воздушная лепешка специально для Эльзы. Смотрите, какая она. Вышененькая, красивенькая, румяненькая. Вот, видали? Ой, ты какая красота. Ой, домой! Мне как кебаб. Çok güzel dostlar. Qalay odun bir nimaga berdilar. Nıq odun, и толстенький мотор гана. Кебаб. Очень вкусно. Кисябын да келіп ашанып. И тәмле ашатқастар, и хақтар нормальный болғас, біз еще пришли сюда. Это что такое? Лохмаджун. От самого лохматого и бородатого официанта. Мякуля, это он с тобой заигрывает. Кстати, прикиньте, у нас ушел рыжий официант. Нет, у нас все замужние. Ну и что? Это не мешает никому ни с кем заигрывать. У нас Заля положил на плечи. Официант. Сразу уже. Потом она заигрывает, она ей. Бесенная глаз на глаз надо. Нет, она с нами под присмотром. Мы, девушки, все присматриваем за ней. Кстати, я заметила, постоянно к ней турки клеятся вообще. Киши киген ял иттерге. Киши купил у нас тур, прикиньте, в Стамбул. Она еще наш гид, прикиньте, она потому что на турецком очень хорошо шпарит, со всеми ладит. Оказывается, да? Да, оказывается. И тут я подумала, может вообще Алию взять себе ассистентом, пускай организует нам такие туры в Стамбул. А он говорит, нет, Миля, уже поменял вакытым юхты. Потому что, говорит, у меня своей работы до черта, говорит. Чем же Алия так занята, что даже не хочет идти ко мне ассистентом. Баяга Алия это... Чего это мне всегда говорите на Эльдым Бисяге? Я вообще-то тоже человек и личность. И у меня очень много своей работы и своей жизни. Я тоже менеджер. Я еще плюс куратор на курсе нашем. Вот, работаю, мама 2 детей. И пытаюсь как бы жить и вот так вот как бы жонглировать между всем этим, да. И надеюсь, что у меня все хорошо получается, потому что я нахожусь здесь. Сейчас узнаем, как можно накопить на тур. Ты сколько копил-то? Долго? Ну, я с лета копила. И что, по сколько откладываешь? Ну, по 1020-25 стараюсь. Ну, калдырыға, да. Потому что мен же, как бы еще мен кураторством занимаюсь инде. И иногда в моменте бывает то, что у меня 2 потока идут инде. А когда 2 потока, то там двойная зарплата. И тогда уже побольше откладываешь инде. Вот, ну и свои В среднем деньги. у тебя сколько зарплата? Ты, получается, вот куратор, у тебя, да, кураторство, да? И плюс еще менеджер маркетплейса, ты одного селлера ведешь. Да, только у меня один селлер есть. У меня один стабильный селлер. Когда я только начала учиться, у меня была тоже один селлер, но там зарплата была вообще минимальная, но она мне дала такой большой как бы опыт, пул, да, чтобы я пошла дальше. Я там в моменте и инфографику научилась делать, и ЦТЗ делала, и как бы вот все по полочкам у себя в голове разложила, да, после обучения. Но там зарплата была 20 мека, ну или 15 в моменте, потом вообще арайды. Но это дало мне такой толчок, чтобы я еще пошла, потому что я почувствовала вкус своих денег. Вкус своих денег вообще быстро чувствуешь, и потом вот охота дальше зарабатывать, да. А дальше уже как бы я раз ушла от нее, да, так получилось, что мы разошлись, но зарабатывать я хочу, а куда-то я ездить хочу. И свои хотелки я как бы хочу сама оплачивать. Да, и мужу теге ирге инеле утырга керекме, биреле бында аксап, бында барам, тегинде барам, шуну хатып алам дип инеле утырга кирме. Мына күп катындар, кстати, вот Алия әйтәләр миңа. Мин иреме инелмәйм. Мин хораймакса, и ул бирә.
Вот мен тоже хорайм, он меня ахса берет. Но я не люблю вот это вот, ты Нет, знаешь... просто хин хорайхан, как бы, Ага. да, вот, а потом еще раз хорайхан, еще раз хорайхан. Да. И это уже хин, как ты себя чувствуешь, такой, типа, попрошайка, что ли, блин, Ае, не знаю, потому что вечно некомфортно. хорайхан, вот, ае. И потом я быстренько нашла другого селлера, у меня тогда сыну было, ну, вот только год, получается. У меня уже алдымда утра тұрғайны созвон башланға, там, сағат 9-да, мен тегін оны шылдырамды, там, синий трактор или кукутики куямды, да, и просто сидела такая, задачи свои расписывала, и в течение дня он еще 2 раза спал, и вот в эти промежутки мен как бы успевала делать это, потом дочка с садика приходила, уже вечером такое время для семьи, и потом туда йоклата, мен их старалась пораньше укладывать всегда, 8:30 они у меня уже в кроватке лежали, спали, и до часу я потом за компьютером сидела, что-то повторяла, что-то изучала, потому что как бы менеджерство не стоит на месте, Да. мои полученные знания там 2-3 года назад уже не такие актуальны, как сейчас, например. Самое большое мое такое достижение было, когда я вот заработала свои деньги, и на день рождения мы поехали в Питер, ну, с подружкой, да, вдвоем, без мужа, без детей, и я такая, типа, блин, ну вот это меня хочу, как бы, вот это меня заряжает, как бы, на всякие вот эти путешествия. И начала с двойным усилием работать, чтобы чаще вот так ездить без мужа и без детей. Поехала, получается, в Сочи, в Москву, потом в сентябре с семьей в Турцию слетали, и уже у меня такой разгон, короче, килев сактала, и такой, Аппетит, думаю, блин, аппетит приходит во время еды, да? еще плюс на Маккей. Короче, и муж как бы одобряет такие поездки, алға шүкір, как бы в этом поддержка хорошая есть, да, типа, нет, иди на утор, там, типа, ангармайн, да, а вот, типа, хочешь, давай, типа, бар, только создай себе возможности для этого, да. Но мужу нравится, что ты вот так вот сама зарабатываешь деньги, Да, мне кажется. и то, что даже можешь там пожертвовать детьми иногда, но все равно скажешь чуть-чуть, жертва же есть. С детьми жертвую, да. Ну, я поняла то, что тут ты выбираешь или удыңды, как бы, хараргамат, ну, получше, или счастливая мама, как бы, да, и счастливые дети, и счастливы все. Мин вот вообще не жалею, что я отучилась на менеджера. Мин еще училась тогда, когда у нас не было записи уроков. Мы просто как бы онлайн подключались, слушали и пытались это как-то все переварить. Сейчас на курсе у девочек, Мин же тоже куратором работает, и я понимаю то, что в самом начале всем тяжело. Там на каждую кнопочку боишься нажать, там и это страшно, и то страшно. И Но вы же то даже страшно. помогаете девочкам, объясняете, Да. на какую кнопочку. Я вот сколько с ученицами разговаривала, да. Кстати, вот я сколько брала интервью, если вы обратили внимание, наши ученицы всегда говорили, там, говорит, на самом деле, Миляуша говорит, парни, вот Азамат Снаилем, даже вот кнопочкаға бармақ тәп келіп, мына ошонда басават. Шунан хоң ошо стрелкаға басават. Прямо шулай деп тұрып үйретелерді. Представляете? До такой степени прямо дотошное обучение у нас, между прочим. Мен у нас деп үйреген боламын. У нас, и что даже у курсылар, на самом деле, ученицы, которые абсолютно в компьютере ничего не шарят, абсолютно вот, они даже уже к концу обучения прямо как рыба в воде начинают работать на компе. 2 декрета подряд сидела. Я такая, я нужна детям, как бы, да, я знаю, что я детям нужна, как бы, первое время я детям точно нужна, а потом уже я нужна сама себе, я хочу быть нужной людям, да, и вот это чувство, когда преодолеваешь, ну, не всякая торга, когда ты вот этого добиваешься, уже еще больше и больше раскрываешься и готова отдавать, как бы. Так вначале сперва берешь, копишь себе, да, вот это, а потом уже вот отдаешь. И то, что даже вот у меня получилось накопить потихоньку, да, хотя я вообще не умею копить. И вот поехать сюда, и это тоже как-то заряжает, сидеть, ушарахатляным, да, вот взяла с собой ноут, достала, быстренько ответила. Я могла и не работать, типа, ой, у меня отпуск, я все поехала, но мне это нравится, как бы. Вот пишут ученики в чате, мне даже купила сим-карту специальную, да, чтобы быть на связи. Вот они даже не почувствовали, что я куда-то уехала. У нас, кстати, будет онлайн-практикум, вот, где как раз-таки покажут, как бы, азы профессии, что можно делать, как вообще создавать карточки. И еще сейчас с помощью искусственного интеллекта и ты вот, короче, а полностью это помогло, научат создавать инфографику. Вот это тоже как бы нужный навык, потому что мы селлеру делаем инфографику, это 450 рублей, 500 рублей, сейчас вообще даже 700 рублей просят. Да, сейчас, между прочим, ИИ используют везде. Вот у меня дизайнер по шторам пришла, да, она тоже ИИ использует. Да. Вот Уралманан Ишлемев, он тоже вайны мне делает с помощью ИИ. Потому что везде ИИ используется. А у нас ИИ, между прочим, прописан в модуле, прикиньте. А вот это вот обучение, заметьте, продают по бешеной цене отдельным курсом, а он у нас уже включен как модуль. Поэтому, доктор, берите обучение только у нас.
Да, и вот покажет, как выйти на доход, научат создавать карточки товара, получается, делать эту инфографику, ну вот погрузят в эту профессию, но бесплатно пока что, да, вот, чтобы это вот развеяли сомнения, что там, типа, ой, опять не Микел, да, вот не попробую, приду, будут еще призы разыгрывать, кстати. Реально кто-то Монахаманда и считали, я такой, типа, типа, я, ну не сейчас. А ты вот видела, что самые лучшие ученицы всегда говорили, я сомневалась, и все они сомневались 1-2 года, может, почти, Берил сомневаться, шуннан Берил там канал. Да, может, вот это видео как бы перестанет вас... И еще самое интересное, знаете, Берил сомневаться, атакаллар да, и шу кадар белях меня не ветит. Самых лучших результатов. Да, я, говорит, жалела, говорит, что я вот этот год, говорит, потратила впустую, мин Берил тому назад уже сейчас могла так зарабатывать тейдералар, мына күптер решать тейдер. Да, шуга как бы может заставить перестать сомневаться, как бы, да, в себе, это, во-первых, в себе сомневаться, в своем времени, да. Кто-то вот даже покупает обучение и не говорит родственникам, потому что оялалар, как бы, и Просто не именно оялалар. Ну, потому что это же, конечно, типа, ураннаган да интеллектуал, типа, онлайн, типа, это лохотрон, там и прочее. Да, и ларуша яшреп аналар, да. Но как бы потом уже потихоньку, уже раз результаты есть, и хочется уже показать, а вот я смогла. Да. А вот вы сомневались, но у меня получилось. И Шиндай Кашляр, наоборот, еще больше, как бы еще усерднее занимается. Что все возможно. Итак, дорогие друзья, мы находимся... Итак, дорогие друзья, мы находимся в метро. Мы ездили тратить деньги. На шопинг ездили. В очень дорогой торговый центр города Стамбул. Ты так не говори, папа сейчас в обморок упадет. Мы ничего не потратили. А это что? Потому что мы целый час блуждали по торговому центру. Из-за того, что потерялись после туалета. Да, пошли в туалет и завернули не туда. И в итоге целый час мы блуждали в каком-то на парковке, потом на техническом зале, не могли найти этаж, где продают одежду. И потом на лифте катались вверх-вниз. Да, потом на лифте еще катались минут 10. В итоге не успели ничего купить, едем обратно. Ладно, хоть метро нашли. Оказывается, в Стамбуле есть метро. Отправь нас куда-нибудь одних, без Альберта. Мы даже умудрились с Азалией потеряться в торговом центре без Альберта. Эльза, короче, в дорогом торговом центре Columbia Pictures купила 16 пар носков для своих детей. Самые больше закупились вот эти 3 пары. 3 девчонки. Смотрите, сколько у них пакетов. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эти пакеты тоже ихние. Да, это ихние пакеты. Айгуль второй раз провела сессию свою, да, по психологии. И бұлар біз қыздар илашып өткендер, маңқалары ағып өткен сонда. Как мы тут бегали, ёпарасыты, чтобы все успеть. Прикиньте, да, у нас марафон тур был. Точно, действительно, да? Да, марафон тур. О боже, мы столько, вот эти 2 дня, да, доктор, мы бегали кровь. Да. Не говори. Куда? Нет, надо сказать, Тулусертнан, Танго Сюсерт, Икишер, үсер сағат кіна йоқлайды. Представляете, по 3 часа. Да, еще 1 час ревут. По 3-4 часа только мы всего лишь спали за эти дня. Представляете мы? Это вы хотите сказать 200 грамм? 200 грамм это, да? Нифига себе. Шаурмишка турецкая. Прикольно. Ну-ка покажи, что там внутри. Что там внутри? Чего только нету внутри. Там все есть внутри. Кстати, на улице вообще очень вкусно кормят у них. И можно дешево поесть на улице. Вот такая вот шаурма. Стоила сколько? 600 рублей. 600 рублей. Да. Но не дешево так-то, да? Ну да. Но зато, блин, смотрите, блин, какая шаурма. Как голова Азалии, блин. Мы тут останавливаемся всегда, чтобы попить гранатовый сок. Очень вкусный гранатовый сок, кстати. Свежевыжатый. 170 рублей. А в некоторых местах, да, стаканчик гранатового сока... 170 лир. 170 лир. Это значит, сколько будет? 240 рублей. 240 рублей. 340. This Apple Watch, AirPods Pro, Power Bank. Не надо. Это оригинал, что ли?
Оригинальный сим-сим. Оригинал? Оригинальный сим-сим. Не. Вот сидишь, кушаешь, вот, приносят все, что угодно могут продать. Начиная от часов, заканчивая посудой, И парфюмом. парфюмом. Даже одежду под продают. Да, парфюм прямо еще и гиптрип китайля бесплатно. Вчера вот едем, короче, в такси закурил. Я говорю, no smoking. Он такой, простите, пардон. Сигарету выкинул, достал свои духи, какие-то мужские, и начал весь салон брызгать этими духами, представляете? Еще в нас начал брызгать. Ой, ну, блин, весь салон обрызгал, нас обрызгал. Я, блин, не могу. Лучше бы сигаретами пахло, чем этими парфюмом, блин, его мужским. Не надо, спасибо. Не надо, спасибо. Не надо подарок, спасибо. Видео $10. Ой, наше видео $10. От гранатового сока, вот от кислых соков вообще, у меня желудок начинает болеть. Чуть-чуть вот выпил, и сразу же такое окисление начинается. Пец такой термоядер. Мяса вообще много, да? От нашей шаурмы такого не дождешься. Что, мяса много? Вкусный хоть? Понравился? Ну все, вот твой обед. Завтра и ужин. Обед и ужин в одной шаурме. Мы пришли с Азалией на экскурсию в цистерну базилика. Сейчас я вам расскажу, что это такое и где это находится. Рядом с дворцом султана Сулеймана Топкапы и с мечетью Аля София. Ну вот, где-то вот примерно здесь. Видите? Посмотрите, какая очередь там. Вообще капец, большущая. Билет стоит 1500 или 3000 рублей. На человека. Да. Билет плюс аудиогид стоит 3400. Мы же не будем брать аудиогида? Если гид брать, 400, да? 3400. На человека, блин, 3000 стоит, офигеть, да? Это нашими деньгами 3000 стоит, Азалия. Ну, короче, у меня дешевое удовольствие. А 3 года назад, как я люблю повторяться, друзья, было бесплатно. А нет, тогда вообще на реставрацию было закрыто. Но до реставрации, люди говорят, было бесплатно. Офигеть, смотрите, куда мы зашли. Это вообще какое-то подземное царство. Представляете вы? Это, короче, какой-то, я не знаю, что это такое. Ну, тут, короче, водопровод. Это место, где снабжалось водой весь Стамбул. Представляете? Вот мы зашли оттуда, да, и посмотрите. Смотрите туда. Это что за фигня вообще? Обалдеть! Тут, короче, по лестнице надо спускаться очень-очень аккуратно. Кстати, это место, цистерна базилика, очень долго реставрировали, между прочим, несколько лет. Ну, тут везде реставрация идет, на самом-то деле. Ой, извините. Это офигительное место. Кто скажет, что это какое-то водопроводное место, блин, да? Представляете, это же такой масштаб. Офигительно бомбическое место. Это действительно как будто я в каком-то подземном царстве мертвых, как будто нахожусь. Обалдеть. Даже 3000 не жалко, честно слово. Вот, блин, туркам повезло, да? Столько у них достопримечательностей в Стамбуле, что они на каждом шагу денег зарабатывают. Если так подумать, вот одно посещение с одного человека 3000. Вообще капец, да? Я тут встретила одного русскоговорящего гида и спросила у него, откуда же здесь поступала вода. Оказывается, представляете, здесь вода поступала дождевая. Прикиньте, вот прямо на потолке, вот там на потолке были дырочки, да, и оттуда стекала дождевая вода. Это, короче, водопровод снабжался только дождевой водой. Прикиньте. И это вот каждый раз, когда дождь шел, они потихонечку вот так капали. Кап, 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 кап. И вот собирались вот здесь. Видите, это здесь вода. Далее это вода. И вот до сих пор, кстати, капает же. Только что на меня что-то капнуло.
Это правда что-то капнуло на меня. Это самовнушение. Нет, я же, вон, смотри, рука мокрая, вот, капнула. Откуда у меня вода здесь? До сих пор дырочки, походу дела, не закрыли. Это вот только... Гид сказал, что потом, вот, когда сделали музей, дырочки закрыли все, чтобы сюда вода не стекала. И вот такое огромные залежи воды только за счет дождя было. Представляете, ма? А я думала, что какой-то источник здесь есть. А оказывается, нифига никакого источника нету. И это все построено во времена Византийской империи. Вообще, есть такое Византийская империя или нет? Я что-то не знаю. Азалия, во времена Византийской империи, если скажу, это правильно? Византийская империя. А как нас тут говорить? Во времена Византии надо говорить? Римская империя. А, Византия это Римская империя? Какой масштаб этой постройки! Прикиньте, и это же все под землей. Представляете, сколько надо было копать, чтобы вот это все сделать? А у них же не было там новомодных лопат, тракторов, косинсотов, там я не знаю, кто там копает, какие-то трактора. Не было абсолютно. Прикиньте, все это делалось вручную. Вообще этот византийцы очень умный народ был, да? Офигеть, такое создать! Это каким надо быть умным? Допустим, если бы мне сказали вот такое что-то придумать, да я в жизни бы не придумала, хоть прожила бы там 1000 лет. Просто магическое, посмотрите. Я, конечно, не устану вам это все показывать, но обязательно приезжайте, сами посмотрите, потому что вообще очень круто. Еще тут, знаете, игра света. Подсветки везде сделали, да, и постоянно свет меняется. Очень классно вообще. Такая древность, это просто фантастика, что это могло дожить до наших времен. Мы находимся рядом с Стерной базиликой, откуда мы только что сейчас вышли с экскурсии. И прикиньте, прямо напротив этой Сестерной базилики находится вот этот дом. Прикиньте, Дустар, этот дом был построен во времена Византийской империи и сохранился до наших времен. Ну, прикиньте, его отреставрировали. Ну да, но его отреставрировали, но все равно он сохранился же. Прикиньте, вообще шикардосный дом. Кто не помнит, кстати, этот дом присутствовал в сериале «Великолепный век». Я помню этот дом. Обязательно посмотрите сериал «Великолепный век». Это офигительно прикольный сериал. Мне очень нравится. Кто посещает Стамбул, приезжает на экскурсии, потом обязательно смотрит этот сериал. Кстати, сейчас я вам покажу, как снаружи выглядит Сестерна базилика. Почему базилика, я не знаю. Вот снаружи выглядит он вот так вот. Огорожен, сюда не пускают. Вот какие-то древние постройки и вот такая вот башня. И внизу под ней, вы уже видели, мы вам показали. Посмотрите, сколько народу. Вообще, да, офигище народу. Просто капец. Человек какой-то. Я не нарадуюсь, что я приехала сюда. Привезла девчонок. Девчонки тоже довольные, но уставшие. Они вообще капец устали, потому что действительно мы прямо старались максимально много захватить экскурсионных программ. Центральная площадь, где находятся все достопримечательности, вот мечети, и этот дворец, и Сестерна базилика, да, вот она здесь находится. И вы уже вот немножко повыше поднимаетесь, если хотите покушать. Здесь есть узкие улочки, вот такие вот стамбульские узкие улочки. И здесь везде кафешки, маленькие такие кафешки. Можно вообще целый день потратить, вот так ходить по узким улочкам и искать какое-нибудь заведение, где можно вкусно поесть, послушать музыку, покурить кальян. Еда очень вкусная, очень вкусно готовят. Мне нравится. Не сочные. В том месте были сочные. Картошку фриларыла инан башы. Кипкен. Hiç naşır. Teginde bile лучше инан матуру нейдерде, түріктеде. Не. Смотри-ка, значит, если красивое место с красивым видом, это не значит, что здесь будет вкусно кормить. Ну, доброе утро. Нет, нет. Там, в том месте, намного вкуснее и сочнее мясо было.
Вот творожки берем. Это давно пожаренные куриные крылышки. Давным-давно. Даже высохли. Я разочарована. Ой, Аллах, можно спокойно молча Ну поесть? чё, блин, они алдақсылар, блин. Нифига, блин, кеуіп біткен. Давно пішірген блюдо кигендер меня иням паштары, блин. Я злая, потому что они мне дали старую пересушенную курицу. И булгур холодный. Ну, мама сейчас тут драма дня будет. Она сейчас Конечно. всем расскажет, всем это, пожалуйста. А что, правда? Надо в себя прийти после этой курицы пересохшей. Я вообще хотела, друзья, вызвать этого полистуризм, который у них здесь есть. Чтобы они проверили ихнюю курицу на сочность. И оштрафовали их за это. Потому что они туристов кормят пересушенной курицей. Не сочной. Надо, правда, номер узнать их, да? Полистуризм. И постоянно им названивать и жаловаться. Я бы была там постоянным этим, как там, жалобщиком №1 в Стамбуле. Как там, типа, этот... Курица вот здесь пересушенная, вот здесь чай не долили. Да. И чай у них вечно холодный они подают. Не такой горячий, как у нас. И не такой вкусный, как у нас. Также чай. мама, когда в Старбаксе дали слишком горячий кофе. Ой, он слишком горячий. Но это Starbucks. Это не турецкая кофейня тебе. Поэтому горячий дали. А так они все холодное дают. Булгур у них тоже слишком крупного размера. У нас мелкий, мы привыкли к мелкому булгуру. Ресторанов включают турецкую музыку. Да. Позвоню. На музыку даже пожалуюсь. Постоянно заставляют турецкую музыку слушать. Нет, чтобы ретро включать. Туп-тулы липчигында ақса. Видите, сколько денег стоят птички? Деньги, птичка. Вот все, она богатая вообще. Или птички ее богатые. Мужики довольные до ужаса. Очень большие порции на самом деле. Не то, что у нас, между прочим, в ресторанах. Размажут на тарелке какой-нибудь соус, кинут туда 2-3 там штучки мяса и еще что-нибудь, и все. Я тут порция за порция. Обожраться даже спокойно.
ушли, чтобы не платить счет. В сторону двери пошли.